Суть батла заключается в необходимости для участника за 15 минут сообщить о некой научной концепции доступным языком, легко и с юмором. При этом необходимо было зажечь своей идеей собравшуюся аудиторию. Перед студентами Тувинского госуниверситета соревновались 3 научных сотрудника. 2 представили Туву, а 3 – гостя из Красноярского края, которая представила исследовательскую работу о биолюминесцентных источниках света. Я буду рассказывать как раз про биолюминесценцию свечения живых организмов. Это тема, которой я занимаюсь. То есть это почему светятся организмы, как открывается явление, почему, каким образом и самое главное для чего и где в науке это применяется. Сейчас очень много сетевых проектов, в том числе, вот, допустим, НОТ Енисейская Сибирь, да, образовательный проект, куда Тува входит, и университет Тувинский государственный. То есть есть взаимодействие по оценке воздушной среды, по карбоновым полигонам, то есть и на самом деле много-много научных исследований сетевых. Спикеры делают акцент на преимуществах научных профессий. Молодежные просветительские форумы о науке были запущены Обществом знания в апреле прошлого года в рамках проекта «Ученый говорит» и получили признание молодежной аудитории за интересный формат, насыщенный контент, неформальное общение с лучшими деятелями науки. Множество возможностей открываются у этой платформы для школьников, для учителей, для самих ученых. Сегодняшнее мероприятие – это серьезное испытание для молодых ученых. Тем более, что в нем принимают участие наши коллеги из Красноярского края, наши партнеры по Енисейской Сибири. Этот необычный формат позволит прежде всего слушателям в такой необычной интерактивной форме погрузиться в достаточно сложные и серьезные научные проблемы. Благодаря этому мероприятию наука стала ближе к тем, кто только планирует связать свою жизнь с этой деятельностью. Происходит слом барьеров между людьми, которые профессионально занимаются наукой, и простыми студентами. Чинчека Шпукол, Буян Аюн, Самдам Иргит, телеканал Тува 24.